Многие предприниматели сегодня в санкционное время сталкиваются с определенными проблемами, которые мешают им вести полноценный и здоровый бизнес. Среди основных – это падение спроса на многие товары и необоснованный рост кадастровой стоимости. Собравшимся в зале рассказывают о том, какую помощь может государство предложить субъектам МСП. Не все представители бизнеса сегодня в силах платить по счетам. Это касается арендной платы за помещение, которое значительно увеличилось за последний год. В свою очередь, падение спроса тоже затрудняет ведение бизнеса. Понизился оборот торговли. Это достаточно серьезная проблема для бизнеса. Если объект стоит, условно говоря, 100 миллионов, то 2% уже 2 миллиона надо заплатить налоги. Это налоги фиксированные, значит, есть доходы, нет дохода, оплатить надо. Это очень серьезная проблема. После того, как пандемия пришла, в общем, народ как-то старается деньги экономить. Соответственно, предпринимателю не хватает оборотных средств. Поэтому мы сегодня пригласили генеральный директор фонда поддержки предпринимательства с тем, чтобы какую помощь он может оказать бизнесу. Он рассказал о тех продуктах, которые представляет фонд поддержки предпринимательства. Сложившиеся проблемы вынуждают предпринимателей искать дополнительные способы удержаться на плаву. На весах дело всей жизни, которая годами развивалась. Терять все это сложно. Сегодня государство субъектам малого и среднего предпринимательства готово на определенных условиях предоставить финансовую поддержку и соответствующие гарантии. Вся эта работа проводится через фонд поддержки предпринимательства Ингушетии. Основные требования, это первое, самое главное, это быть субъектом МСП, в реестре субъектов МСП. То есть субъектами МСП считается, в реестре находятся предприятия, которые сдают отчетность. Если не сдают отчетность, они оттуда выпадают, соответственно. Иметь какую-то финансовую устойчивость, то есть возможность предоставить какие-то финансовые документы, свои обороты. Не обязательно по расчетным счетам. У нас нет таких требований жестких, как в банках, но есть определенные требования по расчету платежеспособности. И здесь есть свои нюансы. Помогут только тем предпринимателям, которые на деле доказывают свою заинтересованность в ведении бизнеса, актуальность выбранного дела и эффективность. Фонд поддержки предпринимательства за последние 2 года помог многим ингушским субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2021 году у нас было выдано около 50 кредитов, около 38 кредитов, это 50 миллионов рублей. В этом году выдано чуть меньше, поскольку в этом году многие воспользовались такой мерой поддержки, как каникулы, кредитные каникулы. То есть те, которые брали раньше кредит, они воспользовались каникулами, и возврат уже шел у нас не так активно, поэтому возможности предоставить новые займы у нас было меньше. Но тем не менее мы выдали около 18 кредитов на сумму 32-35 миллионов. Собравшиеся в зале предприниматели интересуются эффективностью предоставления гарантий и поддержки от фонда и как субъекты МСП реализовывают на деле свои проекты. Может, могут укрыться на короткой штрафе у вас да и цачуши представить, как я Бог явился, хабябцу, дрябацу. Пусти ситуацию, пусти вырез. Если человек болеет душой за свой бизнес, то есть у него возникла идея, и он хочет ее реализовать, и он видит, как она должна быть в конечном итоге, у них все получается. И они успешно работают, развиваются. Вчера буквально общался с предпринимателем нашим, которому мы дали 1,5 миллиона дали. Он буквально недавно уже банк ему дал 9 миллионов. Он и у нас уже погасил, и банк больше половины погасил. И если когда он начинал, он торговал в республике, сегодня доля, которую он продает в республике, составляет только 10%. Все остальное он в регионе. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей и фонд поддержки предпринимательства и дальше планируют проводить такие важные и полезные семинар-совещания регулярно. Рина Цычоева, Адам Далаков, Новости 24.